Муса Магушков и Хусейн Халмурзаев стали чемпионами Европы по дзюдо в командном зачете на Евроиграх 2019 в Минске. Сегодня в аэропорту Магас ингушские фанаты встречали одного из финалистов турнира Хусейна Халмурзаева, который стал бронзовым призером Европейских игр. Финальную схватку в командных соревнованиях он уступил португальскому спортсмену. В весовой категории до 73 килограммов Муса Магушков стал победителем и повторно оценкой ИПОН выиграл в дополнительной схватке. Спортсмена победа – это много эмоций, радости и цели, которые он достигает. Особенно, когда это официальный старт, чемпионат Европы, чемпионат мира. Для меня это как официальный старт занять третье место в индивидуальном зачете, плюс командном выиграть очень много значит. И поэтому относился к этому очень серьезно. Начало было очень тяжелое. Две первые весовые категории 60-66 килограмм проиграли россияне. Настрой был такой, что как готова команда в последующих весовых категориях. Ну, наш земляк Хусейн Халмурзаев оправдал свои надежды, занял бронзовую медаль. А в командной, мы как знаем, сборная России завоевала золото. В составе сборной команды России выступал Хусейн Халмурзаев и Муса Магушков. И Муса Магушков в достойной борьбе одержал нужную для сборной России победу. И команда завоевала золото европейского турнира и чемпионата Европы. Назрановский пруд преображается на глазах. Реконструкция водоема идет активными темпами. Отмечу, что экологическое состояние пруда вызывало много вопросов. Грязная вода и неблагоустроенная прилегающая территория в скором времени останутся в прошлом. Изменить эту ситуацию взялись специалисты регионального министерства природных ресурсов в соответствии с национальным проектом. О ходе работ расскажет наш корреспондент. Геодезист выравнивает уровень земли и дает команду экскаваторщику. В Назране полным ходом идет реконструкция городского пруда. Сначала рабочие взялись за снижение уровня воды. Специалисты обнаружили здесь коррозионный слой земли. Образцы почвы отправили в лабораторию для анализа. Взятые образцы пробы воды. Класс качества воды по исследованиям экологов составляет 4Б, то есть грязная. Также было выявлено заильнение водоема, цветение его, недостаточное содержание растворенного кислорода в воде, наличие тяжелых металлов и токсичных веществ. Этот объект был включен в федеральный проект «Экологическая реабилитация уникальных водных объектов России». И этот пруд, он один всего из нескольких объектов по России, который в этот проект попал. И вот буквально недели-две, как тут работы начаты, проектом предусмотрено полное экологическое восстановление этого водного объекта. Перед рабочими для обеспечения жизнедеятельности пруда стоят несколько задач, а именно очистка акватории от мусора и загрязненных донных отложений, расчистка дна водоема от илистого грунта, закрепление береговой полосы и ее защита благодаря высадке многолетних трав. Эти донные отложения у нас вывозятся на просушку, и потом мы вывозим на полигон твердобытовых отходов. Станица Нестеровская. После у нас идет выравнивание, откосов идет. Откосы выравнивают, и это вокруг. Потом вылаживаем геосинтетические решетки. На участке работает тяжелая техника. Снимают эрозионный слой земли и после отправляют его на место переработки. На берегу возведут специальные ограждения, которые в дальнейшем будут препятствовать их размыву. По месту мы вывозим вездеходами грунт, потому что другие техники здесь проваливаются. Задействована здесь тяжелая техника в достаточно большом количестве. Мамонты здесь 5-6 машин вывозят на мусорную свалку Слепцовской. Потом грейдеры здесь тяжелой техники, эскалваторы, погрузчики. Объект является местом обитания для птиц во время миграции. Многие из них занесены в Красную книгу России. Это Малый Баклан, Курганник, Беркут, Орлан-Белохвост. Пруд и прилегающая к нему территория поддерживает существование одного вида пресмыкающихся и двух видов млекопитающих. И не лишним будет отметить и радость местных ребятишек, которые ждут с нетерпением благоустройства участка для игр, прогулок и катания на лодках. Ажал пруд то обещан, дехет дишан воздание.
В рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов и нацпроекта «Экология» запланировано, что в 2020 году реконструкция коснется и Карабулакского пруда, а в 2021 году экологической реабилитации подвергнется пруд в Малгобеке. Михаил Тангиев, Осман Лянов, Адам Далаков. Новости 24. Сегодня мировое сообщество отмечает праздник всемирного значения – Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Наркомания без преувеличения – одно из самых страшных явлений современности. С распространением вредных веществ борются десятки лет во всем мире. Ингушетия не исключение. Мероприятие, приуроченное к этому дню, состоялось на башне Согласия в Магасе. Инициаторы – региональный совбез, русский драмтеатр и столичная администрация. Репортаж Светланы Томовой. Батыр, я же тебе сказал, я не пью. Отрывок из спектакля по пьесе Шадыжева «Золотой укол» показывает горькую правду. Жизнь, полная красок и любви, для молодого парня обрывается в один миг из-за опасной и разрушительной зависимости и неумения выбирать друзей. Один из них и подсаживает его на смертельную отраву. Это спектакль, маленький кусок из этого спектакля, своего рода наш протест этой болезни наркомании. Мы сюда на спектакле всегда это говорю, когда подходит молодежь. Если в результате этого спектакля не то что остановится, даже если испугается хоть одна молодая душа, будем считать, что наша работа породила не зря. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотических средств. В зале собрались представители правоохранительных органов, общественники и молодежь республики. Старшие доходчиво объясняют, какой вред несут наркотики и как необходимо бороться с этим злом. Тут вопрос номер один – это профилактика. Номер два – выявление. И номер три – лечение. Где, как, в какой последовательности восприятие этого лечения вот выявленных наркоманов и больных людей в нашем обществе, восприятие лечения этих людей, больных людей в семье, в кругу семьи и, как я сказал, восприятие этого общества, какие ценностные ориентиры. И в конце концов уже назрела пора нам говорить, уже специализированные центры нужны, не только врачи-то лечат человечество, понятно все, но вот где узкая грань, где вот это центры, в обязательном порядке уже центр нужен. По статистике, 50% наркоманов погибают спустя полгода после регулярного употребления, 13% доживают до 30% и лишь 1% до 40%. Также от 30 до 80% самоубийств совершается в состоянии наркотического опьянения. Именно это и хотят сегодня донести до молодежи организаторы встречи. Цель этого мероприятия – профилактика по противодействию наркомании. Сегодня мы призываем молодежь действовать, сказать, что жизнь без наркотиков, чтобы здоровый образ жизни вели, занимались спортом, привлечь еще больше молодежь к проблеме вот этой заразы, которая сегодня существует. Вот, чтобы молодежь у нас вела здоровый образ жизни, занималась спортом. Наркомания за последние десятилетия превратилась в грозную опасность, игнорировать которую не могут ни врачи, ни педагоги. Неправда, что наркотики убивают слабых. Наоборот, именно они делают людей слабыми и безвольными. Так считают и студенты ИНГУ. Я отношусь к наркотикам крайне отрицательно, ведь наркотики влияют на здоровье и жизнь человека очень пагубно. Хотелось бы сказать, что не употреблять наркотики и нашей молодежи в том числе, потому что это ведет к усугублению их собственной жизни, их окружающих, и ведет к ухудшению их здоровья, их жизни. Хотелось бы, что они сами осознавали, что они делают, и не принимать тот первый раз, который они пробуют,
и в дальнейшем опасаться вреда наркотиков. Всегда проводятся вот такие мероприятия. Мне кажется, что они должны проводиться, потому что вот буквально увидеть сценку, которую они поставили, вот у меня прошлись мурашки, честно. И мне кажется, люди, которые действительно хотят вот вылечиться, посмотрев или же прочитав, они найдут какой-то способ, чтобы сделать какое-то лечение. А люди, которые употребляют, неважно, это наркотики, алкоголь или же курение, это люди, мне кажется, у которых какая-то проблема. Но просто так они не могут тоже этим заниматься. И главное, вот тут были люди, которые с больниц, главврачи, вот люди, которые проводят такого рода мероприятия именно в больницах. Мне кажется, что именно они делают большой вклад. Только в Ингушетии на учете в наркологическом центре состоят около 1500 человек разных возрастов. По словам главного нарколога республики, зависимость и эффект определяются от группы наркотических средств. Есть психостимулирующие наркотики, а также есть те, что вызывают беспечное состояние. Другие дают психоактивность. Если наркотики органического происхождения, то эффект от них может оказаться не таким сильным. Если же они полусинтетические, они оказывают сильное влияние на психику и организм человека. На сегодняшний день у нас около 1500 человек, из них 242 это диспансерно зависимые, больные люди наркомании, и 1250 человек это употребляющие наркотики с вредными последствиями. Статистика, конечно же, неутешительна, растет она. Многие привыкли умалчивать о своих проблемах, боясь общественного порицания. Наркотики оборвали жизнь многих молодых и перспективных людей. Важно знать, выбор всегда за нами. Жить в мире, где обрывается связь с реальностью, или счастливо. Создавать семью, радоваться успехам своих детей. Подводя итог, участники согласились, что наркоманию можно победить только если бороться с этой чумой всем вместе, сообща. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24. В республике стартовал второй региональный этап национального чемпионата «Обилимпикс». Он уже второй год подряд проходит в стенах колледжа сервиса и быта в Назрани. Более 50 участников соревнуются в освоении самых востребованных профессий на региональном и федеральном рынках труда, таких как психология, туризм, экономика и ряда других. Репортаж Залимхана Калоева. Олимпиада возможностей. Желтые, красные, белые. Радужная палитра цветов и по-настоящему летнее настроение. Участники, волонтеры, эксперты Обилимпикс собрал самых амбициозных и талантливых. Отрегулировать больничную койку, подготовить капельницу и пересадить пациентов в инвалидное кресло. Уход за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Тяжелый труд, который невозможен без определенных знаний. Именно их демонстрируют участники регионального этапа всероссийского конкурса Обилимпикс в компетенции медицинский и социальный уход. Атмосфера, как и сама ситуация, максимально приближена к реальным. Надеваем новые перчатки. А сейчас я вас пересажу обратно в кровать. Скажите, а вот как давно вы вообще Минимум месяц, не более. А в соседней аудитории кудесницы. В компетенции вязания крючком и спицами около 10 мастериц. Ловкости их рук можно только позавидовать. Конечный результат и правильность выполнения работ оценят эксперты. Любые стереотипы, связанные с болезнью и расстройством организма, разрушает Макка Куркиева. Свои 16 она вяжет намного лучше профессиональных мастериц. Участвует не впервые. В прошлом году из 36 оппонентов вошла в десятку лучших. Талант у девочки безграничный. Она и бисером занимается, она и вязанием на крючке, вязание на спицах. Мы занимаемся также и гипсом, делаем изделия из гипса. Вышивает девочка очень хорошо. С прошлого года, вот как мы начали в нашей республике выступать в Обилимпиксе, мы выиграли по бисероплетению первое место. Выехали в город Москву. Участвуя в Олимпиаде, мы выиграли, там участвовали 83 региона. Среди них мы выиграли 6-е место. Тогда мы изготавливали браслет французской вязки. И мы остались довольны. Перед стартом соревнований пожелать удачи, а где-то и поддержать приехали почетные гости. Наша система профессионального образования
каждый в своем уникален. И можно бесконечно долго говорить о тех заслугах, которые есть у каждого руководителя колледжа перед вами, перед нашим прогрессивным слоем общества, перед нашей молодежью. Сегодняшний второй региональный чемпионат подтверждает то, что Республика Ингушетия находится на правильном, динамичном пути развития. И все делается для того, чтобы обеспечить возможности и потребности каждого студента. Я чемпионата, вы важны должны хотеть через мухул, что удобство удел, что ахта удел, что он профессиональную ориентацию, он профессию выбрать удел, что он нахрикал, профессию выбрать удел. А я чемпионат держит, финал эту бахал, да могу мяшли лучше. Как вы знаете, в нашей республике недавно, 2 месяца назад, прошел очередной региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Наша команда, выиграв наш региональный чемпионат, хорошую заявку заявила на отборочных соревнованиях федерального уровня. И в этом году чемпионат мира будет проходить в Российской Федерации в городе Казань. Но несмотря на то, что в колледжах выпускники занимаются профессиональным мастерством, дети с ограниченными возможностями от них не отстают. Выбор компетенции обоснован востребованностью профессий на региональном и федеральном рынках труда. Но уже сейчас очевидно, без работы ребята не останутся и обязательно займут свою нишу. Их возможности безграничны. Более 50 участников со всей республики, 60 экспертов и около 100 волонтеров. Туризм, психология, медицинский и социальный уход, учитель начальных классов, бисероплетение и многое другое. Всего 10 компетенций, в которых соревнуются как студенты, так и школьники. Усидчивость, внимательность и самое главное терпение. Свои силы в создании ручных шедевров искусства пробуют уже юноши. Абдулкерим Цунтольга в этом деле ас, знает любые секреты плетения бисера. رزق بيس هيتا هبوقع رزق هنمل بيس هبوقع هبقع جا أوس هنيزي يردا دولا بيري يزي يردا دولا يردا دولا هنيزي أزيري لي داق شست كير هيت داق شست دروني هيت جر شست هاش بوقع ما هاش بق بس هذه لو روش قدم خلنا صوص تا هنشالله بينوسو روش قدم وين كان ترى يحكوا هاوسلا بيرا واس. Новая для Ингушетии компетенция в этом году психология. Оценивают ребят приглашенные эксперты. Среди них Луиза Зязикова. Она победитель Всероссийского национального чемпионата Обилимпикс 2017 года. Выступала от Дагестана, поскольку возможность участвовать в чемпионате для ингушских ребят появилась только в прошлом году. Тогда и стартовал первый региональный этап. Так или иначе, девушка смогла завоевать свой счастливый билет. Компетенция психологии была одной из самых конкурентных на чемпионате, так как профессия действительно важна, и сейчас все больше возрастает необходимость таких специалистов, и не только в работе с детьми, но уже и со взрослыми. И я считаю, что именно этот чемпионат поможет выявить тех людей, которые могли бы достойно показать себя в этой профессии. Участие в этом конкурсе, в частности для вас, что дало? Для меня, во-первых, это было огромное количество новых знакомств, возможность поиска работы и, конечно же, поиск самой себя, определение новых путей в жизни. А трудоустроиться получилось после этого? Да, конечно. Сейчас я работаю коррекционным педагогом и занимаюсь психолого-педагогическим сопровождением детей с расстройствами аутистического спектра. Оценивают работу участников экспертная комиссия по 100-бальной шкале. Основное отличие Обилимпикса от обычной Олимпиады — критерии оценивания здесь не только объективные, но и субъективные. Этот чемпионат — возможность заявить о себе на всероссийском уровне. Это конкурс не просто для того, чтобы не только они показывают свое вот это профессиональное мастерство, это конкурс знакомств. Они знакомятся, заводят новых друзей, новые знакомства. Потом, соответственно, когда у человека профессиональный уровень достаточно высокий, он и трудоустраивается лучше, и когда он общается с другими сосверстниками, с другими людьми, вот этот обмен благоприятно влияет на общение и на вообще жизнь человека. Мы все знаем, что общение, оно как бы необходимо.
Проведение обилимпикса в Ингушетии в первую очередь способствует дальнейшей мотивации людей с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, а также содействию к их дальнейшему трудоустройству и социальной адаптации в обществе. Впереди еще один соревновательный день, после чего участников ждет церемония награждения и торжественного закрытия. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24. Чистый лист бумаги, гелевая черная ручка, строгий досмотр. 17 июня стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ. Более 140 участников сдавали сегодня экзамен по русскому языку. Площадкой для проведения испытания стала 6-я школа в Насыркорте. Амина Бокова с подробностями. Даже безобидная пачка жвачки не останется незаметной для проверяющих на пункте сдачи экзамена. Вначале рамка, а потом еще и ручной металлоискатель выявляет не только металл, но и все, что спрятано в карманах выпускников. За ходом экзамена тщательно следят и общественные наблюдатели. Это студенты вузов, колледжей и просто неравнодушные жители. А вот с участившимися в последние годы по всей стране случаи подмены личности в этом году решили бороться основательно при помощи специальных камеры. Вот он смотрит туда, в эту камеру, то есть идет фото-видеоотчет, и в базу данных все это передается. До этого, значит, все выпускники, значит, в школах предварительно сделали фотографию, есть база данных. Так что это на случай того, если будет какая-то подмена, подлог и так далее. То есть это тоже фактически невозможно. Ну, помимо этого, вы видите, члены Государственной инвестиционной комиссии, паспортный режим, так называемый, вот видите, значит, имеется в виду, у нас организатор тоже проверяет, то есть имеется на наличие, значит, телефона. Данитар Шхоев благополучно прошел проверку разных уровней и теперь готовится пройти в аудиторию. В прошлом году он не набрал нужных баллов, чтобы поступить в вуз и стать юристом. Сегодня абитуриент решил улучшить свой результат. Пересдать решил просто больше набрать. Сейчас русский язык, сейчас резервные дни. Сдают выпускники прошлых лет, как я. И в дальнейшем осталось лишь обществознание сдать, и все. А так, наверное, юриспруденция и органы, может быть. Как получится. В прошлом году средний балл ЕГЭ по русскому языку составил около 70, увеличившись по сравнению с предыдущими годами. Многие связали это с тем, что тестовая часть экзамена оказалась слишком легкой, поэтому сейчас задание значительно усложнили. Например, раньше в задании номер 2 предлагали варианты подстановки пропущенного слова, а теперь школьники должны выбрать их самостоятельно. Также появилось новое задание в КИМе – пунктуационный анализ текста. Новшества коснулись и сочинения. Если раньше при оценивании работ акцент делался на поиске аргументов, то сейчас он сместился на работу с комментариями. Раньше они оценивались в 3 балла, а в этом году в 5. Впрочем, абитуриенты резервного срока нововведений не боятся, ведь у них было достаточно времени, чтобы подготовиться к экзамену. Я сегодня немножко волнуюсь. Я сдаю русский язык. Я хочу в следующий год поступить и надеюсь, что у меня получится поступить на ту профессию, которую я мечтала, хотела. И я вот за некоторое время очень трудилась, чтобы добиться своей цели. И по некоторым причинам мне пришлось отложить свои выборочные предметы, но я надеюсь, что я на следующем году сдаду их. А какая профессия твоей мечты? Куда ты хочешь поступать? Я хотела на стоматолога. Резервные дни ЕГЭ стартовали по всей стране 17 июня. Это в первую очередь возможность для выпускников прошлых лет получить аттестат, пересдав экзамены. И для сегодняшних, которые получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов – русскому языку и математике, либо пропустившие экзамен по уважительной причине – шанс пополнить свои баллы. Всего у нас заявлено порядка 145 выпускник сегодня сдает. Вот так. Каких-то у нас сбоев никаких нету. Экзамен проходит в штатном режиме. По сравнению, значит, скажем так, с аналогичным периодом, значит, позапрошлый год, с каждым годом число нарушений оно намного меньше. То есть выпускники, значит, особенно, значит, родители, общественность понимают, что надо учиться. Напомню, резервный этап единого госэкзамена завершится 1 июля, а в случае неудачи пересдать ЕГЭ экзаменуемые смогут только осенью. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.
Они заявят о себе громко во всеуслышание, но это в перспективе. А пока высокая мотивация, изнурительные тренировки и огромное желание побеждать. Несмотря на юный возраст, ингушские гимнасты показывают высокие результаты в спорте. Следование рекомендациям тренера приносит свои плоды. Атлетам предстоит выступить на окружных соревнованиях. Мака Дударова расскажет о настрое ребят. Маленьким гимнастам отдыхать некогда. Каждый элемент доводится до совершенства. Атлет средней группы Адам Гадабоша входит сюда уже несколько месяцев. Признается, что записать его на спортивную гимнастику решил папа. А сам он в будущем желает стать пожарником. Впрочем, Адам к спортзалу уже привык. К соревнованиям готовишься, да? Будешь участвовать? Второй. Какое место ты хочешь завоевать? Раньше занял 3. А ты уже участвовал в соревнованиях? Давно? Давно. Младший. Когда переступаешь порог спортивного зала, нужно забыть о капризах. Нет слова «не могу». Через такую установку проходят все новобранцы. Но так как здесь тренируются мальчишки разных возрастов, к каждому свой подход. Некоторые улавливают все на ходу. Другим приходится повторять одни и те же движения по несколько раз, пока каждый элемент не будет доведен до совершенства. Превозмогать боль, закалять характер гимнастов учат в самом начале их пути. Нельзя пропускать ни одно занятие. Догонять потом сложнее. На это уходит время, а его, как всегда, мало. Магомед Исмурзиев занимается в старшей группе. Пришел месяц назад, также по инициативе отца. Однако быстро втянулся и бросать спорт даже не думает. Пол 11 матча доходит, والسؤال وقت إيران وسحمد ياخن ديوت سو رزمين كي تحق أبرزنين هي رستها جوت ديتو تحق разные упражнения. В Академии спортивной гимнастики Ингушетии тренируется общая, сборная и резервная группы. Тренеры с гимнастами общей группы занимаются по 1,5 часа, резервные и основная сборные по 3 часа в день. В спортивной гимнастике на снарядах они выступают на 6 снарядах. Они в усиленном режиме готовятся к этим 6 снарядам. Но помимо этого они получают еще дополнительную дозу общефизической подготовки, то есть это перекладина, брусья, это закачка всех групп мышц, работа над координацией, то есть производится работа над всеми составляющими организма, грубо говоря. Гимнасты готовятся к ежегодным соревнованиям, турниру «Борись и побеждай» и открытому чемпионату республики по спортивной гимнастике. В нем примут участие 300 детей. Это гимнасты не только из нашей республики, но и соседних регионов. Статус соревнований открытый. Это хорошая возможность посоперничать со спортсменами соседних субъектов и обменяться опытом. Мака Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.